Добрый день, уважаемые коллеги. Скажите, слышно меня или видно меня? В чате как-то отметьтесь. Хорошо, хорошо. Ну что ж, как говорилось и в прошлый раз на нашем последнем заседании, сегодня продолжение вопроса по рассмотрению методики решения задач по гидростатике. Вы поняли, что был предложен такой необычный подход, когда мы рассматриваем, например, не плавающее тело в жидкости, а мы рассматриваем содержимое всего сосуда в жидкости. И так как оно находится в покое, то сила тяжести, действующая вниз, равна силе реакции дна на все содержимое этого сосуда. И эту силу реакции дна можно найти через силу давления жидкости на дно сосуда, исходя из третьего закона Ньютона. Вы помните, что сила реакции дна получается равна ρ H умножить на площадь дна, да? Исходя из этих соображений, я эту формулу в прошлый раз сразу и писал. Поэтому продолжаем рассматривать еще ряд таких задач. И сегодня как раз будут предложены задачки, ну, наверное, немножко посложнее, чем мы рассматривали в прошлый раз, для того, чтобы вы могли применять на своих уроках при подготовке к олимпиадным задачам, к олимпиадам различного уровня, поскольку частично здесь встретились задачи даже олимпиадного уровня. Вот, поэтому мы продолжим смотреть то видео, которое я записывал в нашем Коми-республиканском институте развития образования 2 недели назад. Первую часть вы уже видели, и вот сейчас продолжим вторую часть. Список задач у вас должен был сохраниться с прошлого раза. Вот, начнем сейчас с задачи номер 12, поэтому просматриваем, решаем вместе со мной, а может быть быстрее меня, чтобы свериться, правильно ли вы сделали, применив вот эту вот методику, с которой мы знакомились на прошлом занятии. Ну, если возникают какие-то вопросы, то вы по ходу в чате задавайте. Ну что ж, приступаем. Включаю видео. Так, добрый день. Продолжаем с вами говорить о задачах по гидростатике. И сегодня рассматриваем следующую группу задач, которая, может быть, несколько сложнее уже, да, тех задач, которые мы решали с вами на первом занятии. Итак, из того списка задача номер 12. Я зачитаю условия, у вас тоже на экране эта информация есть. Не забывайте, еще у вас и есть документ со всеми этими задачами. Итак, кусок льда привязан нитью к дну цилиндрического сосуда с водой. Над поверхностью воды находится некоторый объем этого льда. Нить натянута силой 1 ньютон. Насколько и как изменится уровень воды в сосуде, если весь лед растает? Известна площадь дна сосуда, плотность воды дается, лед тоже сделан у нас, чистая вода. Итак, как изменится опять уровень? Вспоминаем вот эту методику, с которой мы знакомились на прошлом занятии. Кстати, вот эта задача, она встречалась на Олимпиаде физтеха, причем для 11-классников в 2005 году. Поэтому задача Олимпиады физтех 2005, 11 класс. Можете поискать, действительно, вы ее найдете. Опять рассматриваем все содержимое сосуда. Вот наше все содержимое сосуда, выделяя его красным цветом. Единственное, что мы здесь пренебрегаем массой нити. Хотя, если ледышка растает, ниточка просто будет у нас на дне. По сравнению со льдом, с водой, можно считать ее невесомой. Итак, что действует на все это содержимое вниз? Итак, запишем, масса содержимого и сила тяжести mg. Но обратите внимание, что здесь у нас ведь ниточка еще, лед как бы немножко притоплен, и поэтому он хочет всплыть.
ниточка у нас натянулась, возникла сила натяжения нити. И получается, ниточка своей упругостью воздействует на этот лед. А ведь лед это же часть нашего содержимого. Поэтому еще на содержимое вниз действует сила натяжения нити. Все это содержимое наше, обратите внимание, находится в покое. А почему? Потому что что-то действует вверх, которое уравновешивает силы, действующие вниз. Что действует вверх? Дно. Сила реакции дна. Поэтому вверх на всю эту конструкцию действует сила реакции дна. И помните, мы доказали, что это та же самая сила, с которой вся эта система давит на дно. Эта сила считается по формуле плотность воды, G, высота столба, это давление воды, умножаем на площадь дна. Ну и в результате получили силу реакции дна на содержимое. Система в покое, поэтому соблюдается равенство. Так, вот сюда я еще забыл дописать T плюс ρg H1S. Теперь этот лед у нас растаял, получилась масса, вода той же самой массы. И вот это все, что здесь, как содержимое по массе, оно нисколько не изменилось. Поэтому вниз действует МЖ, вверх действует сила реакции дна ρg H2S. Ну и эти силы между собой одинаковы. H2S. Решаем систему из этих двух уравнений. Подставляем второе выражение в первое. В результате у нас получается T плюс ρg H2S равно ρg H1S. Так, ну что, мы можем перенести это все с вами вправо, вынести за скобочку ρg S. В скобочках остается H1 минус H2. А это и есть то, что нам надо найти. Дельта H. В результате дельта H равно T делить на ρg S. Ну, посмотрите, да, мы видим, ответ тут явно больше нуля получается, поскольку в правой части все множители положительные. А что такое дельта H? Это изначальный уровень воды H1 минус конечный уровень H2. То есть получается, что H1 у нас будет больше, чем H2, то есть уровень понижается. Поэтому уровень понизится на сколько? Вот на эту величину. Ну, данные есть, конечно, надо все подставить в системе Си. Посчитайте повнимательнее, да. В результате получается, что дельта H составляет приблизительно 0,25 метра или 2,5 миллиметра. Таким образом делаем вывод, что уровень жидкости понизится на 2,5 миллиметра. Вот такая любопытная задача здесь, да? Если в прошлый раз мы рассматривали просто кусок льда, который растаял и уровень не изменился, то здесь все-таки задача уже другого характера, да? Ниточка, которая сдерживала всплытие этого льда, и вот появилась дополнительная сила, и в результате таяния льда у нас уровень здесь понижается. Вот можете своим ребятам, особенно головастым таким, скажем, да, можно предложить такие задачи.
Хорошо, двигаемся дальше. Задача по нашему списку. Задача номер 13. Сейчас появится тоже у вас на экране, ну и у вас, в принципе, есть этот список задач. В цилиндрическом стакане с водой на нити висит проволока. Ну, это вот проволока с какой-то плотностью ρ, которая вморожена в кусок льда. Лед с проволокой целиком погружен в воду и не касается стенок и дна стакана. Вот на рисунке все это показано. После того, как весь лед растаял, проволока осталась висеть на нити, целиком погруженная в воду. Уровень воды в стакане за время таяния льда уменьшился на дельта H, а сила натяжения ниточки увеличилась в К раз. Найти по этим данным объем проволоки. Итак, вот в данные мы записали. Уровень воды изменился, площадь дна сосуда известна. Ρ нулевой – это плотность воды, ρ – плотность проволоки. Ну, К – это тот самый коэффициент, на который изменилась сила натяжения нити. Нам предлагают здесь поискать объем проволоки. Ну, опять решаем тем же самым методом, да, то, что лед растает, по содержимому у нас с вами в принципе ничего не изменилось. Вот как у нас было содержимое, вот это все, оно у нас никуда и не делось. Просто лед растаял, получилась такой же массы вода. Вот, из чего здесь у нас все содержимое это состоит, да? Давайте отметим в решении. Итак, масса содержимого – это масса воды, масса льда, масса проволоки. Вот это все наше содержимое, которое не менялось. Ну и давайте рассматривать ситуацию для первого случая. Что действует на все это содержимое вниз? То есть рассматриваем все это как одно целое. Сила тяжести. Масса содержимого на G. Что действует на это все содержимое вверх? Ну, во-первых, сила давления дна. Видите, мы решаем через силы. Ну вот как-то сюда вытащу это. Получается ρ нулевое воды, G, H нулевое, S. Вот. Ну и еще посмотрите, вот эта часть конструкции, часть содержимого висит на ниточке. Ниточка натянулась, поэтому на вот эту проволочку вместе со льдом действует сила натяжения Т. Вот. То есть еще раз мы рассмотрели, какие силы действуют на все это содержимое вниз, какие силы действуют на все это содержимое вверх. Вот Т появилась потому, что она действует на часть этого содержимого, на лед вместе с проволочкой. Ну и получается, то, что действует вверх, уравновешивает то, что действует вниз. Получается, масса содержимого G равно ρ нулевое G. Сейчас, что я неправильно писал. Ρ нулевое G, H нулевое S. И вот добавилась еще сила натяжения Т. Вот это было в самом начале. Теперь рассматриваем ситуацию, когда наш лед растаял. Что теперь у нас получается? Содержимое по массе, ну, нисколько не изменилось. Масса содержимого на число G. Теперь на все это содержимое со стороны дна вверх действует
вот этот новый столбик воды. Ну, высота этого столбика будет вот h0 и минус вот этот кусочек дельта h. Поэтому получается ρ нулевое g в скобочках h0 минус дельта h. Ну и еще s не забудьте, да? S. И вот здесь сила натяжения ниточки. Но помните, по условию задачи она изменилась в k раз. То есть после таяния льда эта сила натяжения стала равна kt. Ну и опять то, что действует вниз, уравновешивается тем, что действует вверх. Поэтому масса содержимого G равно ρ нулевое G h нулевое минус дельта h на S плюс kt. Ну, вы видите, что мы получили систему уравнений, в которой левые части равны, поэтому давайте приравняем правые части. Приравниваем правые части. И оттуда можно найти силу натяжения вот этой нити T. Давайте ее найдем. Итак, после приравнивания правых частей сила натяжения Т должна получиться ρ нулевое G дельта HS делить на К минус 1. То есть тут самостоятельно поработайте с той системой предыдущей, и вы получите такую формулу силы натяжения. Однако нам-то надо с вами не эту силу искать, а нам нужно найти объем проволочки. Поэтому эту формулу запомним, мы к ней вернемся, еще она нам понадобится. Поэтому мы сейчас давайте отдельно рассмотрим нашу проволочку, которая осталась. Нам-то искать надо объем именно этой проволочки. Поэтому рассматриваем эту проволочку. Ну вот что мы здесь видим? Вот она у нас висит в воде. Она находится в покое. Почему? Ну, потому что сила тяжести, действующая на проволочку, да, она уравновешивается силами, которые действуют на нее вверх. Итак, сила тяжести проволочки, ну, масса проволочки G. Вверх действует натяжение вот этой ниточки КТ. Но вот тут еще на проволочку, обратите внимание, она же в воде находится, еще и действует вверх сила Архимеда со стороны воды. Сила Архимеда. Ну и получается то, что действует вниз, опять уравновешивается то, что действует вверх. Приравниваем. В результате у нас получается масса проволочки G равна сила Архимеда плюс КТ. Ну и до конца расписываем. Масса проволочки — это ее плотность на ее объем. Сила Архимеда — плотность воды, объем G. Плюс КТ. Ну и вот, наверное, как раз сюда вместо Т и нужно подставить вот это наше предыдущее выражение. Так, а так как нам надо искать объем, то, очевидно, перенесем это влево, вынесем за скобочку V умноженное на G, в скобках остается ρ минус ρ нулевое равно КТ. Ну и отсюда объем равен КТ делить на G ρ минус ρ нулевое. Вот мы получили выражение под номером 2. Ну и теперь выражение номер 1 надо подставить выражение номер 2. Подставляем выражение 1, выражение номер 2.
Ускорение свободного падения там сократится. В результате остается, проверьте, К ρ нулевое дельта HS делить на К минус 1 умножить на ρ минус ρ нулевое. Вот это и будет окончательным ответом в этой задаче. Ну, видите, задачи уже такие серьезные. Можно уже детям давать это на олимпиады. Вот, пусть они порешают такого рода задачи. Следующая задача, задача под номером 14. В цилиндрическом сосуде с водой, стенки сосуда вертикальны, плавает деревянная дощечка. Если на нее сверху положить стеклянную пластинку, то дощечка с пластинкой останутся на плаву, и уровень воды в сосуде увеличится на дельта H. Вот показано, да, изменение по сравнению с первым ситуацией. Насколько изменится уровень воды в сосуде с плавающей дощечкой, если ту же стеклянную пластинку бросить на дно сосуда? Ну, известна плотность стекла и плотность воды. Итак, ну вот, ежели система плавает так, то уровень воды изменился на дельта H. А вот если она вот находится в таком состоянии по сравнению вот с этим, то сейчас-то насколько изменился уровень? Давайте это обозначим просто как вот дельта H большое. Так что ли? Ну вот, опять применяем всю ту самую методику, да, которую мы уже знаем. Рассматриваем все содержимое в сосуде. Вот, можно уже даже не рисовать эти силы, сразу записывать. Вниз действует масса содержимая на число G. Вверх действует сила реакции дна. ρ воды, GH1. Так, плотность воды у нас, ну вот давайте мы писать ρ воды. ρ воды. Так, это для первого случая, да, число G здесь можно сократить. Так, вот мы получили выражение первое, вот оно. Так, теперь рассматриваем здесь. Здесь уже у нас добавилась добавилась стеклянная пластинка. Поэтому к тому, что было, добавляем стеклянную пластинку, поэтому масса содержимого плюс масса стеклянной пластинки умножаем на G равно. Ну и здесь у нас, видите, уровень повысился. Изначально был он H1, теперь добавилась дельта H. Да, вот здесь я, по-моему, еще площадь потерял, да? Умножить на площадь. Так, здесь получается у нас с вами ρ воды, G. А вот высота стала H1, еще добавилась дельта H. Ну и умножаем на площадь S. После сокращения G, вот мы получили второе выражение. Вот оно. Ну и надо с этими двумя выражениями поработать, да? Подставить массу содержимого во второе уравнение. Подставьте это сами. Подставляем. И в результате мы можем найти массу стекла. Ну, вроде как должно получиться плотность воды, площадь дна сосуда на изменение вот этой высоты дельта H. Хорошо. А теперь это нам потребуется, естественно, да? Ну, пусть вот это было выражение 1,
Это было выражение 2. Это мы получили выражение 3. Вот. А теперь нам-то нужно рассмотреть разницу высот. Вот изначальная высота жидкости в сосуде H1, а вот теперь, когда вот так конструкция располагается, да, как уровень воды здесь изменился. Ну вот массу стеклянной пластинки, которая у меня тут красным цветом нарисована, мы ее нашли. Ну, ищем разницу уровня, да. Здесь у нас объем это S умножить на H1, здесь объем это S умножить на H2. Ищем разницу этих объемов. SH2 минус SH1. Почему эта разность у нас появилась? Посмотрите на картиночку еще раз, да? Какие у нас изменения произошли в этой ситуации по сравнению с первоначальной? Ну вот стекло добавилось. Здесь же больше ничего не изменилось. Вода, вода, брусок, брусок. А вот добавилось стекло, да, вот это стекло вытеснило часть воды, увеличив высоту на H2. Поэтому это есть объем вот этого добавленного стекла. Объем стекла. Вот. Где объем стекла мы ищем по формуле масса стекла делить на плотность. А вот массу стекла мы нашли как раз ее, вот она, да, формула 3. Поэтому подставляем это в последнюю формулу. Получается плотность воды, площадь на дельта H маленькая, делить на плотность стекла. Хорошо. Ну и, наконец, отвечаем на вопрос задачи, насколько же изменился уровень. Выносим S за скобочку. H2 минус H1 равно объему стекла. Объем стекла, вот мы написали, плотность воды S дельта H на плотность стекла. После сокращения площади мы и вот получаем наш результат. Что дельта H равно плотности воды, деленная на плотность стекла, на дельта H. Так, вот это и есть ответ нашей задачи. Ну, видим, что уровень воды у нас опять повысился, поскольку дельта H это разница между конечной высотой и начальной, а здесь явно число положительное. Поэтому уровень воды повысился на вот эту высоту. Это и есть ответ нашей задачи. Следующее задание, задачка под номером 15. Зачитаю ее текст. Ну и сейчас текст тоже у вас появится. В лаборатории собрали установку из блоков и нитей, к которым прикрепили две льдинки. Ну, вы видите тут целую систему блоки, две льдинки, поместив их в цилиндрический сосуд с водой. Система пришла в равновесие, когда льдинки частично погрузились в воду, а нить, прикрепленная к правой льдинке, оказалась натянута силой Т. Как и насколько изменится уровень воды в стакане, когда обе льдинки полностью растают? Массой блоков нитей трением в системе пренебречь, плотность воды ρ, площадь дна сосуда S. Ну, то есть, вот если ребят не знакомите с методами решения таких задач, конечно же, это вызывает затруднения у них. Однако, вот уже много задач мы решаем с вами именно через равновесие содержимого в сосуде и через силы давления, да, как они меняются, эти силы давления на дно сосуда. Итак, значит, рассматриваем опять. Вот наше все содержимое. Это вода, это две льдинки. Когда эти льдинки растают,
получится столько же воды по массе. Обратите внимание, что по массе-то опять наше содержимое не изменилось. Ну, тут, конечно, если так пофантазировать, да, подвижный блок, он может упасть. Ну, мы считаем, что он все-таки в стакан не попадает. Так, здесь вот, по-моему, немножко неправильно рисовано. Не в центр, конечно же, а вот сюда вот. Подвешено. Но опять посмотрите, наше содержимое находится в покое. Это значит, что все, что на него действует вниз, равно тому, что на него действует вверх. То есть забудьте про льдинки, как будто бы это вода, да? Поэтому вниз действует mg, масса содержимого на число g, вверх действует сила реакции дна. И мы уже неоднократно писали, что она ищется вот по формуле ρ воды, g, h1 и площадь дна S. Вот. Но не все силы мы еще отметили, да? Здесь льдинки являются частью этого содержимого, а льдинки привязаны к ниточкам. Поэтому еще действуют силы натяжения нити на льдинки, а значит и на часть содержимого в целом. Поэтому здесь сказано сила натяжения ниточки Т. Ну а здесь несложно догадаться, да, так как используется подвижный блок, то сила натяжения здесь получается 2Т. Ну, потому что ниточка везде натянута Т, поэтому Т удерживается 2Т груз. В результате мы можем записать опять второй закон Ньютона. Сумма сил равна нулю, так как содержимое находится в покое, поэтому получается масса содержимого G равно ρ G H1S плюс 3T, T да еще 2T, 3T. Что у нас здесь получается? Сила тяжести вниз, которая не изменилась, так как масса содержимого не изменилась. Дно отвечает силой ρGH2S. Ну и в результате приравниваем. Видим, что в этих равенствах левые части равны, приравниваем правые части. Переносим слагаемое влево, получается ρGS в скобочках H2, да, минус H1 равно 3T. H2 минус H1 это и есть то изменение высоты жидкости, которое произошло. В результате дельта H равно 3T поделить на ρGS. Ну, мы видим, что ответ здесь явно больше нуля, а это значит, что H2 больше, чем H1. То есть, значит, после таяния вот этих льдинок уровень жидкости у нас повысится, и он повысится вот на эту величину. Это и есть ответ нашей задачи. Ответ, уровень повышается на дельта H равное 3T, деленное на ρGS. Ну вот задачи такие могут быть разные, да, вот там была система блоков, а вот следующая задачка номер 16, ну можно здесь рычаг показать, да, то есть комбинировать уже задачи, да, добавлять, вот когда вы изучили тему давления жидкостей, механику, да, силы, равновесие, вот пошли рычаги, блоки, задачки можно усложнять и особо продвинутым ученикам предлагать, если есть возможность у вас на факультативах порешать такие задачки.
с углубленным изучением, да, для того, чтобы успешнее выступать на Олимпиадах. Итак, задача под номером 16. Так. На невесомом рычаге уравновесили гирьку массой m. Вот она у нас. Кусок льда, так, как показано на рисунке. Как и насколько изменится уровень воды в стакане, когда лед полностью растает? Плотность воды ρ, площадь дна стакана S. Ну что ж, опять рассматриваем все содержимое целиком. Вот оно. После таяния льда, видите, это содержимое по массе нисколько не изменилось. Из льда получается такая же масса воды. Ну и рассуждаем, да? Вот давайте сразу записывать будем. Вниз на содержимое действует сила тяжести, масса содержимого на число g. А что действует вверх? Ну, это, во-первых, сила реакции дна сосуда, который мы знаем, что считается по формуле ρ воды, g, высота столба на площадь. Но вот тут еще и добавилась вот эта вот сила натяжения. Вот эта сила натяжения Т, ну, которая численно-то чему равна, посмотрите. Тут уже надо вспомнить правило равновесия рычага, да? Сюда у нас действует сила тяжести грузика МЖ. Ну, а там, видите, на рисунке показаны прямо отрезочки, да, чтобы можно было посчитать, сравнить плечи рычага. Здесь мы видим, что плечо в 2 раза будет больше, чем плечо этой силы. В результате силы натяжения, она получается, что она равна половинке силе тяжести, МЖ пополам. Поэтому плюс еще действует на содержимое вот эта сила Т, то есть плюс МЖ пополам. Переходим ко второй ситуации. Здесь содержимое силы тяжести МЖ, вверх действует сила реакции дна ρ, G, H2S. Ну и мы видим, что левые части равны, опять приравниваем правые части. Подобные вещи собираем в правой части, выносим за скобочку ρGS, в скобках получается H2 минус H1, а это и есть как раз дельта H, то, что нам и нужно искать. Ну, в результате получается, что дельта H равна mg делить, да, g это надо было сократить, m делить на 2 ρs. Ну, видим, что опять ответ у нас получается явно больше нуля, а дельта H это разница между конечной высотой столба жидкости и начальной. Это значит, что H2 больше, чем H1. То есть уровень жидкости опять повысится, и вот это ответ. Запишите, уровень повысится на дельта H равно m деленное на 2 ρs. Следующая задачка. Вот посмотрите, мы все время усложняем, да, задачи, и вот здесь уже набираемся, например, до сообщающихся сосудов. Вот, и тоже задачка, которую можно дать ребятам, ну, например, на школьный тур Олимпиады, да. Итак, вот текст 18 задачи. В U-образной трубке с сечением S налита жидкость плотностью ρ. Ну, здесь сечением считается вот сечением это и эта трубочка, да, вот левая часть сообщающих сосудов и правая. Ну, да, она в целом одна, просто представьте, что мы ее изогнули, да, получили сообщающие сосуды. Налили жидкость плотностью ρ. Насколько повысится уровень жидкости в правом колене трубки по отношению к начальному?
если в левое колено опустить плавать тело массой m. Ну вот то, что дано на рисунке показано, найти изменение высоты дельта h. Так, ну что ж, наверняка здесь уровень воды-то повышается, поскольку мы сюда погружаем грузик, он вытесняет сколько-то воды. Уровень воды повысится, но вот в сосудах-то он будет одинаковый, да, это свойство сообщающихся сосудов для однородной жидкости. Поэтому не то, что в правом колене уровень воды поднимается, но он настолько же поднимается и в левом колене, да, поэтому без разницы, где искать. И вот опять посмотрите, казалось бы, да, как решать задачу-то. А вот давайте опять применим тот метод, который нам позволил решать предыдущие все задачи. Вот смотрим на первую ситуацию. Ведь вода, вся вот эта вода, ну, непонятно, вода нет, просто там жидкость с плотностью ρ, эта жидкость находится в равновесии. А почему? Ну, потому что то, что действует на нее вниз, равно тому, что на нее действует вверх. И вот на все это содержимое, да, вниз действует сила тяжести этой воды, масса содержимого на G, а вверх действует сила реакции дна. Дном здесь является как бы сосуд с площадью S и S, 2S. Но вот этот маленький кусочек, он очень маленький, представьте, да, и мы пренебрегаем площадью, соединяющей как бы вот эти две трубки. Поэтому вверх со стороны дна этого сосуда действует сила реакции, равная ρ, G, H, 2S. Ну и так как наше содержимое, вектор поставлен, находится в покое, то эти силы уравновешивают друг друга. Запишем, да, что масса содержимого, умноженное на ускорение свободного падения, равно ρ, G, H, 2S. Вот это то, что мы увидели с вами из первой ситуации. Ну а теперь туда погрузили грузик, высота увеличилась, но все это содержимое, да, опять в покое. Это значит, то, что действует на это содержимое вниз, а вниз у нас добавилось, к тому, что было, добавился вот этот плавающий кубик, масса содержимого плюс масса кубика на ускорение свободного падения G, равно силе реакции дна. А чему эта сила реакции дна равна? ρ, G. Но теперь высота, видите, стала, изначально была h, и еще добавилась дельта h. h плюс дельта h и умножить на площадь 2s. Ну, как-то неудачно написал, надо было где-то, наверное, сбоку писать. Ну, вы поняли, да? ρ, G, h плюс дельта h умножить на 2s. Все это дело находится в покое, поэтому эти силы между собой равны. ρ, G, h плюс дельта h умножить на 2s. Ну и вот второе уравнение. Ну, видимо, ускорение свободного падения можно было сократить. Вот. Ну и понимаете, что надо сделать, да? Массу содержимого, вот выражение номер 1, подставить в выражение номер 2. И найти оттуда дельта h. Дальше уже осталась математика. Решаем это все в системе и приходим к ответу. Найти дельта h. Досчитайте, пожалуйста, сами. Ну вот, вроде ответ должен получиться такой. Масса вот этого кубика, деленная на 2 ρ s. Вот настолько
повысится уровень воды в сосуде, когда добавим туда кубик. И в правом колене, и в левом колене соответственно. Так, ну и еще одна задачка, последняя задачка на сообщающие сосуды. Задачка номер 19 по нашему списку. Так, сейчас появится условие, ну давайте его зачитаем. 3 одинаковых сообщающихся цилиндра частично заполнены водой. Вот этот наш рисуночек. Сосуды все одинаковые. То есть площади вот эти все равны. S, S, S. Когда в левый цилиндр налили слой керосина высотой H1, вот тут красненьким цветом нарисовано, да, H1, а в правый высотой H2, ну, видимо, эти столбики немножко разные по высоте, то уровень воды в среднем сосуде повысился. Насколько он повысился? Плотности жидкости считать известными. Вот, конечно, наверняка вы решали эти задачи таким классическим методом, да, но вот мы как раз применяем метод именно через, опять, силы давления сравниваем, да, рассматривая содержимое всего сосуда в целом. Вот. К этим 3 сообщающимся сосудам, ну, относимся как к одному единому сосуду, площадь основания которого 3S. Вот этими трубочками, да, мы считаем их очень тоненькими, да, что близки друг к другу вот эти 3 сообщающихся сосуда, поэтому вот этими кусочками мы пренебрегаем, как, впрочем, и всегда мы это делали. Итак, поэтому записываем опять правило равновесия для первого случая и для второго. Итак, что же для первого случая? Посмотрите, да, масса всего содержимого. Здесь у нас только вода пока налита. Масса воды на ускорение свободного падения. Итак, сила тяжести на всю эту воду действует вниз. А что действует вверх? Вверх отвечает на все это содержимое дно, сила реакции которого ищется по формуле ρ воды, G, H и площадь. Площадь у нас здесь 3S. 3S. Ну вот мы записали правила равновесия для первого случая. А теперь пишем правило равновесия для второго случая, когда мы сюда добавили там всякий керосин. Но ведь эта система у нас по-прежнему в покое, обратите внимание, да? Значит, все, что действует вниз, равно всему тому, что действует вверх. Вниз действует сила тяжести. У нас теперь к воде, масса воды, добавился керосин, поэтому добавляем масса керосина 1, ну М1 напишу, плюс масса керосина М2, умножаем на G. И все это уравновешивается силой давления, ну, вернее, силой реакции дна. Его можно найти, например, вот здесь увидеть давление, да, вот же оно, столбик жидкости, да, ну и, соответственно, такое же давление будет и в этой точке, и в этой точке, да, в любой другой точке. Вот, поэтому дно отвечает силе реакции, которую мы можем найти по формуле ρ воды. Так, секундочку. Ρ воды, G, высота вот этого столбика стала, да, вот удобнее через него считать. Было H и еще вот добавилось дельта H. H плюс дельта H. Итак, это давление воды умножаем на площадь. Площадь та же самая, 3S.
Ну вот это второе уравнение, это закон равновесия для второго случая. Ну и решаем это мы все в системе. Вот, как расписать, кстати, массу керосина в первом сосуде и во втором, да? Ну что такое масса керосина? Это плотность керосина на его объем. Как найти объем этого кусочка? Это S на H1. Масса керосина здесь. Это объем этого кусочка SH2 на плотность керосина. SH2. Вот. Ну и в принципе собираем все это вместе. Тут, наверное, немножко можно посокращать. Вот G можно убрать. Ну, с точки зрения физики задача-то решена уже, да, надо подставить эту массу сюда, вторую массу сюда, массу воды заменить этим выражением, подставить. Все, объединяем эти все три формулы и оттуда находим дельта H. Дальше дело математики, так скажем. Поэтому минутку вам для того, чтобы вы нашли эту дельта H. Подставьте, посчитайте. Вот. И если вы правильно посчитали, то ответ должен получиться вот таким, да? Уровень воды в центральном сосуде поднимется, и исходя из тех данных задачи, этот уровень можно найти вот по данной формуле. Ну что ж, я надеюсь, что наши занятия были вам полезны, и они помогут вам в изучении темы давления в жидкостях, сообщающих сосудах, простые механизмы, когда вы уже будете комбинировать задачи, будете эти задачи решать там на олимпиадах каких-то, на конкурсах, при подготовке к олимпиадам, если у вас есть сильные школьники. Вот. Я надеюсь, что метод решения, с которым мы с вами ознакомились, он полезен для решения этой группы задач. До свидания. Ну что ж, уважаемые коллеги, вот вы посмотрели вторую часть семинара нашей темы методика решения задач по гидростатике. Я вот в последней такой сообщении в нашем чате написал, что если у вас возникают какие-то свои предложения, какие-то свои советы, вы можете мне написать вот на мой электронный адрес, который я указал. С удовольствием рассмотрю ваши предложения и постараемся их реализовать на наших дальнейших семинарах. Я благодарю вас за то, что вы сегодня в субботу нашли время для того, чтобы встретиться, послушать меня, потратить свое время. Вот, и вы молодцы. Встретимся с вами на следующей неделе. Тема семинара будет сообщена немножко попозже. Ну, мы обычно встречаемся раз в 2 недели, но так бывает, что в какую-то неделю по объективным причинам не удается провести, тогда проводится 2 недели подряд, 2 субботы подряд семинар. Вот в прошлый раз у нас тоже не было с вами, из-за того, что просто я уезжал вообще из Сыктывкара. Поэтому встречаемся в следующий раз 11 декабря в это же время, в 3 часа, и будем с вами обсуждать дальнейшие темы. Если есть какие-то вопросы, можете мне написать в чате. Спасибо. Так. Ну, если какие-то идеи, понятно, могут прийти попозже, то вы можете мне на почте выслать, написать письмо. Спасибо большое. До новых встреч.